В 34 населенных пунктах финишировали работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. До конца года в Коми обновят 76 общественных и 39 дворовых территорий. Но этот год муниципалы называют одним из самых сложных. Высокие цены на строительные материалы внесли свои коррективы с самого начала реализации проекта. Виктория Палкина продолжит. Новые тротуары и фонари в Жешарте, обновленные дворы и фонтан в Микуне. В этом году только в Усть-Вымском районе реализовали 4 проекта. За каждый проголосовали местные жители. Именно они решали, что сегодня для их населенных пунктов актуальнее. Мы с волонтерами вышли, когда первый день голосовать. Было тяжело очень людей подключить. Люди с неохоткой, то есть с таким каким-то опасением, к чему их призывают, где они должны проголосовать, за что должны проголосовать. Листовки мы раздавали, листовки они брали. Да, многие люди говорят, мы изучим, потом проголосуем. А уже потом, постепенно пройдя несколько дней голосования, да, мы стали выходить с ребятами, то есть у нас была специальная униформа, и люди стали более активно уже принимать участие в голосовании. Впрочем, провести рейтинговое голосование на местах оказалось куда проще, чем найти подрядчиков для проведения работ в 46 населенных пунктах региона. Федеральный центр выделил на этот проект больше 200 миллионов рублей, но цены на материалы и оборудование существенно выросли в этом году. Что повлияло в конечном итоге на возможное количество участников подрядных организаций, желающих выходить на конкурсные процедуры. А также неизменный пока, к сожалению, фактор – это низкое или некачественное выполнение работ подрядными организациями на объектах благоустройства. Уже благоустроены 56 общественных и 14 дворовых территорий. Для многих населенных пунктов этот проект – единственная возможность воплотить самые смелые идеи. Так, к примеру, в Карткиросе должен появиться первый сельский скейт-парк. Программа, конечно, нужна. Это одна из возможностей сегодня благоустроить село, и чтобы появлялись какие-то новые социальные объекты, объекты культуры, спорта, благоустраивать село. В следующем году федеральный проект реализуют в 8 городах и 1 поселке. Самые масштабные работы пройдут в столице Коми, Усинске, Сосногорске и Ухте. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.